Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала 77 ТВ. Сегодня очередная передача Данды КЗ, и у нас в гостях директор страховой компании Народного банка Халық Лайф Ералиева Акмарал. Ералиева Акмарал, директор акционерного общества «Дочерняя компания Народного банка Казахстана по страхованию жизни Халық Лайф» города Тараз, мать 3 детей. Она не только великолепно готовит различные блюда, но и делится своими секретами. Сегодня собирается приготовить наивкуснейший плов, а мы желаем ей больших успехов. Акмарал, здравствуйте. Здравствуйте, Очень Дана. приятно вас видеть в нашей студии. Прекрасно выглядите. Как настроение ваше? Спасибо, Дана. Спасибо, что пригласили. Я очень рада. Мы тоже очень рады. Спасибо, что пришли. Вот телезрители в ожидании. Чем вы сегодня их удивите? Что вы будете готовить? Какое у нас будет меню? Скажите, пожалуйста, нам, Акмарал. Прежде чем прийти на передачу, я долго думала, какое бы блюдо мне приготовить. И потом, подумав, все-таки мы живем в Средней Азии, в нашей повседневной кухне часто встречающееся блюдо – это, конечно же, среднеазиатский плов. Плов. Я Да, тоже очень люблю да. это Но блюдо. плов – это такое блюдо, которое каждая хозяйка готовит по-своему. То есть У рецепт… каждого есть свой секретик, Да, то есть у каждого есть свой секретик. Получается, рецепт, он одинаковый везде, но у каждого готовое блюдо получается не совсем одинаково, у всех по-разному. То есть он не повторяется. Поэтому я сегодня решила показать вам, как я готовлю плов. Вот. Поделиться своим Да, секретом. поделиться своим секретом нашими дорогими телезрительницами. Вот. И Вы будете готовить плов. да, сегодня я буду показывать, как готовится, по моему рецепту плов. Да. И он немножко отличается, потому что я обычно в плов добавляю или же конину, или же наше традиционное любимое мясо – это каза, конину и вот А к кишмиш. плову? К плову любимые салаты, то есть которые часто подаются, это салат традиционный такой ачучук и салат из зеленой редьки. Зеленая редька, она вообще считается таким вот продуктом, который усиливает, так скажем, пищеварительный процесс. А так как плов у нас это калорийная еда, поэтому, когда мы его едим именно с зеленой редькой, Будет помогать да, пищеварению, то есть мы уже не будем чувствовать вот эту вот тяжесть в желудке. Здорово. Получается, у нас сегодня будет среднеазиатская, восточная кухня, да? Да, с такими казахскими нотками, потому Понятно, что мы здорово. добавляем туда именно казы, и в процессе готовки именно его хорошенько прожариваем с мясом именно в масле. Ну, Акмарал, давайте тогда Давайте приступать. Удачи вам. Да, Я спасибо. буду вашей помощницей, вы мне давайте задание, я буду вам помогать, Акмарал. Хорошо, давайте тогда начнем. Давайте. Нач- Начнем с плова, да, Да, наверное? да, начнем с плова. И обычно я для приготовления плова использую не растительное, не подсолнечное масло, а хлопковое масло. Ну, вот рафинированное, которое продают, да? да. Вот Да. будет хлопковое, Хлопковое чистое масло хлопковое. наших отечественных товаропроизводителей, которые выпускаются именно у нас в Казахстане. Да, вот я хотела вот сейчас, извините, что вот прерываю, вот всегда я говорю, и сейчас хочу сказать, что у нас на нашей телепередаче и всегда мы используем и поддерживаем только отечественных производителей. Все, что сделано в Казахстане, все, что сделано в нашей Жамбылской области, мы используем все продукты наши. Да. Поддерживаем, вот, рекламируем наших отечественных производителей. Но в таком случае у нас сегодняшний рецепт как раз-таки он и так и получается. Все, что у нас здесь видите на столе, это все выращено Натуральное, да, все на экологически наших чистое. родных просторах. Мясо тоже выращено на наших просторах На нашей казахской земле, степи. Да? Ну, давайте рис наш. приступать. Давайте Вы, наверное, приступать. ингредиенты скажете, какие нам для этого Да, нужно? конечно. Сейчас, да, Я сейчас скажу. Для этого нужно нам хлопковое масло, около 2 Мясо. килограмм мяса. Мясо у нас баранина или говядина? Можно использовать баранину, можно использовать конину для приготовления У нас плова. здесь получается ассорти мяса, да? Да, да. Конина. Здесь получается и конина, И баранина, и говядина. Да, Мгм. да.
Потом такие вот нотки, это зира, который добавляется для того, чтобы вкус, Специи. да, специи, чеснок и изюм. Вот. В таком Ну, случае да, начнем с того, что давайте. нам сначала нужно хорошенько обжарить, Мясо, раскалить сначала сковородку. казан, Казан. налить масло и давайте Всё, прожарим. Начинаем. Мгм. Да? У Вот. нас вот уже казан готов. Мгм. Так, вот вам масло. Так, масло Мгм. наливаем. Мгм. Здесь сколько 200 грамм масла, да, вы 200 наливаете? грамм масла. 200 грамм масла. Но, знаете, можно еще добавить, потому что чем больше в плове масла, тем Лучше, да? лучше, да. Потому что Это- рис, он очень любит масло. Я, знаете, хотела спросить, вот вы каза собираетесь отдельно отваривать, или мы будем его вместе жарить с мясом? Нет, мясо, каза мы будем так же жарить, как и мясо. Да, Да. вот. То есть, единственное, мы его можем просто порезать, чтобы оно не было цельным. Цельным, да? Да, можем Ага. его порезать, и, в принципе, он не разварится и не... Вот я первый раз вижу. Обычно бывает, что вот мясо отдельно отваривают, а потом вот сверху. Это вы, значит, вместе будете Да, жарить, да? да. Вот, первый секрет ваш раскрыт. Да, каза, он придает плову очень специфичный вкус. Не Очень- сомневаюсь. Да, да. Так, мясо, да? Мясо. Сейчас наше масло расколется. Масло разогрелось. Теперь мы можем нарезать. Вообще для приготовления плова берется не очень жирная каза и не очень большого размера. И можем, Средний, да? Средний, да. И можем его разделить вот так вот. Ага. Так, Разделили, сейчас да? мы можем положить сначала мясо. А вы вот такими большими кусками, да? Да. Можно еще куски сделать побольше. Побольше, да? Мгм. Ну, для средней семьи, например, я сделаю кусочки поменьше. Ну, вообще можно даже большие кусочки делать. Мясо все прожарится. Крупным планом. Сейчас Вот так вот. И вот так вот. Да. Наше мясо будет жариться. Мясо будем жарить до образования золотистой корочки. И потом можем положить казы. Да, сейчас. Видно, да? как раз буду снимать. Подойдет камера, подойдет? Вот так вот помешаем, чтобы она не прилипла, да? И оставим место для казы. Теперь можно ложить наши казы. Вот так. То есть вот в таком виде у нас мясо должно хорошенечко прожариться. Так, теперь у нас Теперь, лук и морковка, да? Да, сейчас следующий ингредиент мы можем положить. Мы можем крышечку закрыть, чтобы мясо... Мясо, да. Да. Вы, наверное, а вы мне дадите задание, я чтобы не смотрела, здесь Да, не стояла? Пока готовится наш плов, мы можем приготовить два наших Салат, да? основных салата, которые мы будем есть вместе с пловом. Это вот зеленая редька. Ее нужно Через терку. Да, через Вот большую эту вот крупную терку терку, да? натереть, да. Это я вам буду помогать и Да, делать, да? да. Хорошо. Ага. Ахмарал, вот скажите, пожалуйста, вот в страховой именно сфере, сколько лет вы работаете, что вы можете рассказать вот про свою компанию? Вот мне интересно, как клиенту, да, вот потенциальному, если я хочу застраховать свою жизнь, на что я должна обратить в первую очередь при выборе вот страховой компании? Да, Дана, вы задали очень такой интересный вопрос. Действительно, наши клиенты, когда хотят заключить с нами договор, они прежде всего изучают рынок страхования, изучают компанию, надежная ли эта компания, потому что когда происходит страховой случай, надежность компании подтверждается тем, что эта компания начинает платить. Выплачивать, Выплачивать, да. Мгм. И
И компания выплачивает не те деньги, которые вложил клиент, то есть она выплачивает гораздо большую сумму. Большую сумму, Да. да? Это как раз Да. таки страховой случай, когда это- наступает, да? Да, да. Мгм. И поэтому надежные компании, они всегда выплачивают. И надежные компании на сегодняшний день подтверждают свою надежность именно международными рейтингами устойчивости. И хочу вам сказать, что наша компания, именно компания Народного банка, на сегодняшний день на рынке наша компания является единственной компанией, которая имеет именно этот международный рейтинг устойчивости. Вот, Ахмарал, я до этого сталкивалась с страхованием, автострахованием, страхованием недвижимости, да? Мгм. А вот именно страхование жизни, да, вот для меня это очень новшество, Новое, да? Да, новое, да, и вот для меня это вот непонятное, да, вот люди страхуют себя от несчастных случаев, да, получается? Да, вы знаете, да, у нас сейчас, так как мы государство, которое работает именно по международным стандартам, страхование сегодня в Казахстане очень актуально. И об этом наш глава государства в своих посланиях пишет, что именно страхование жизни работников – это есть та социальная поддержка населения. То есть, когда происходит страховой случай, что происходит в семьях? То есть семья зачастую, допустим, если это произошел несчастный случай с таким летальным исходом, да, семья теряет кормильца. То есть в этом случае они остаются без доходов, да, и без средств к существованию. Но когда у человека есть страховка, в этом случае глава семьи, он защищает своих детей, свою семью именно от финансовых затруднений. То есть у нас люди, сейчас это актуально, и люди задумываются, пока человек работает, пока у него все хорошо, он зарабатывает деньги. Но от несчастных случаев, к сожалению, никто не застрахован. И, конечно же, у нас очень много случаев, когда происходят именно несчастные случаи, и мы выплачиваем семьям пострадавших компенсацию. И это получается очень крупные суммы. Крупные суммы. Мясо уже вроде бы на Да, подходе, мясо да? наше жарится. Ой, какой запах. Да, аромат. Теперь аромат, да. Да. Мясо у нас уже готово. Да. И хазы тоже прожарились. Прожарилось. Мгм. Теперь у нас что, мы должны были лук, да, положить? Да, теперь мы должны закинуть сюда лук. Давайте, я вам Мгм, да, помогу. ложите. Мгм. Всё, вот так вот. Лук. И морковку, да? Нет, 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 нет. Так вот жарится. Мясо хорошенько прожарилось, лук прожарился. Теперь мы можем сюда положить нашу морковку нарезанную. Вот. Так, морковку положим. Морковку положим. Так, и можем немножко добавить сюда взрыв. Вот. Взрыв мы еще будем ложить, когда будем ложить, пока готовится наш Пусть плов. жарится. Да. Плов, У меня вот редька готова. редька готова. Теперь мы можем его посолить немножко, Посолить. добавить туда зелень, Зелень. черного перца. Хорошо. Я буду под вашим чутким контролем все это делать. Мгм. Давайте добавим черный перец, Вот он придаст такой редька готова. специфичный вкус. Мгм. И добавим немножко соли. Так, сюда добавить соли. Соли и немножко поперчить. Так, немножко соли. Да. И немножко черного перца, да? Да. Вот так, да? Мгм. Так, и можно добавить немножко зелени. Немножко зелени. Все это нужно хорошенечко перемешать. Мгм. Да, Перемешать. давайте перемешаем. И у нас салат готов. Салат у нас готов, да. То есть сейчас немножко выйдет сок, салат пропитается черным Пропитается? перцем. Да. Его можно, некоторые Пока- люди его заправляют майонезом, но он получается, Да, или сметаной, но мне он тоже получается кажется, немножко не жирный. надо, да. да. Плов у нас очень сытное блюдо, Да. калорийное блюдо, поэтому, мне кажется, не надо. Да. Вот, Ахмарал, у меня такой вопрос. Вот вы предпочитаете кухню какой
Каких стран? Именно каких стран? Европейскую, допустим, среднеазиатскую, нашу национальную, да? Ну, вы знаете, Дан, вообще Предпочтение в предпочтение мне нравится кухни, допустим, и русских народов, и узбекских народов. Я люблю европейскую кухню, люблю спагетти очень, люблю бешбармак. Моя семья любит плов, поэтому я по выходным, да. Это ваше фирменное блюдо. Это мое фирменное блюдо, И и вы мои хотели дети очень любят плов. поделиться с нами. Да. Сейчас мы посмотрим. Видите, морковка сейчас у нас уже прожаривается. Прожаривается. Да. А как часто, Ахмарал, вам удается вот баловать своих домочадцев, супруга, детей? Хватает ли у вас времени? Вы у нас женщина деловая, на работе целый день. Готовкой дома занимаетесь вы, да? Ну, у меня в рабочее время готовит няня, но по выходным дням у меня няня отдыхает, у нее потому что тоже выходной, как и у меня. И по выходным я, конечно, готовлю своим детям всякие вкусности. Они ждут с нетерпением. Они ждут, да, Когда же мама да, будет мама, выходной? давай плов, мама, хочу спагетти, мама, хочу Принимайте пирог. заказы. Да, я записываю. У меня дочка учится во 2 классе, Алтынай. И мы с ней, она очень любит мне помогать по кухне. По кухне? Да, и мы с ней вот вдвоем хозяйничаем. Хозяйничаете, да? Мгм. Вы замечательная женщина. Вы мама 3 детей. Вот. Да, у меня 3 детей, дочка и 2 Старшая сына. девочка старшая? Да, старшая девочка, помощница моя, а потом 2 младших это мои сыновья, но они еще маленькие, 6 и 3 года, да. То есть мы еще ходим в садик. Замечательно. Да, давайте, пока готовится наш плов, я буду Будете готовить, делать уже второй да, салат, второй да? салат, очучок, и его нужно вот резать очень-очень тонко, Давайте наши операторы, чтобы отсняли, как вы красиво режете. очень тонко, Тонко, да? да, потому что нож должен быть очень острым, вот. Ага. Так, получается, вы целый день на работе, вечером приходите, у вас дома дети. Да. Вот у меня вопрос такой, как вы снимаете стресс? Как вы отдыхаете? Есть ли у вас хобби, любимое занятие? Хобби, конечно, у Скажите. меня есть, как у всех людей, наверное. Но стресс я снимаю, когда я прихожу домой уставшая вечером. Это, конечно же, мои дети. Когда вы их видите? Да, когда у меня маленькие дети бегут. Когда «Мама, они бегут мама». навстречу, Да, обнимают. да, и у меня все. Я как перехожу порог своей Все как квартиры. рукой сняло, да? Да, моя усталость проходит. Проходит. Да. И вот так. Но я очень люблю читать книги, люблю классику, люблю читать детективы, зарубежных писателей люблю читать. Ну, классику люблю в основном. Мгм. Замечательно. Вот. У нас вот такие розовые помидоры спелые. Да, такие красивые помидоры. Да. Вы так красиво их режете. Я Тонко, засмотрелась. да? Ага. То есть очучок нужно порезать очень тонко. И вот. Нужно еще один помидорчик. наверное. Давайте я тоже вам буду помогать. Да, или можно. нет? Или я буду наблюдать за вами. Нет, можно, в принципе. Так. Дана, еще вот такая для придания вкуса. Вообще чеснок, он усиливает вкус мяса. И вот мы его не делим, то есть мы его так почистили. Все. Так. И дальше мы берем специальный маис. Он мелкий очень, для плова. То есть у нас плов получается таким со сладковатым вкусом. И вот так вот, наверное, достаточно. Насколько я знаю, да, вы являетесь членом Совета деловых женщин по Жамбылской области, да, Ахмарал? Да, я И- являюсь членом Совета деловых женщин. По именно. Жамбылской области. Да, по Жамбылской Я, знаете, области. вот сейчас хотела сказать, что именно спонсором нашей передачи является Совет деловых женщин Жамбылской области. Да. Вы знали об этом? Но я знала об этом, что мы являемся спонсорами. Я знаю, что так как я являюсь сама членом Совета деловых женщин, Вы еще и зам председателя, да?
да, я являюсь заместителем председателя Мгм. Совета деловых женщин Харлан Шамировны. Именно вот по работе совета. У нас в совет входят наши именно женщины-предприниматели области и города. Также мы занимаемся консультацией, мы занимаемся объездом. В прошлом году мы объездили все 10 районных центров нашей области. Можно я Да, добавлю да, воды? да. Мы сейчас воду добавляем, Да, да? мы добавляем воду немножко, Мгм. чтобы наше мясо, прожаренное мясо, немножко потушилось, поварилось. Оставляем в покое. Да, и мы должны подготовить рис. Рис. Да, У нас вот. рис. уже. А вот какого сорта именно, вот что здесь, какой рис, что вы предпочитаете обычно? Я обычно беру Наш наш Ахмаржан, да? Ахмаржан, да, наш. Мы рис ранее говорили, казахстанский, да. мы поддерживаем только Да. отечественных производителей, поэтому у нас Ахмаржан. Да. Рис можно также немного замочить, чтобы он быстрее подошел. Но в данном случае у нас в плове присутствует казы, а казы варятся очень долго, и поэтому нет необходимости замачивать рис. Заранее, да? Пока готовится Понятно. наш рис, мы давайте приготовим наш красивый салат. Так, вот я уже порезала. Мгм. Салат у нас, один салат уже готов у нас Да. из редьки, Мгм. теперь мы готовим второй салат, Вот, да? а чуть-чуть, да. Мгм. Добавим немножко красивый лук. Как вы перец. красиво все это делаете. Да. И Хочется показать Да, и добавляем побольше зелени. зелени, да, побольше. Мгм. Дальше добавляем немножко соли и черного перца. Соли и Черного перца, да. Соли Да, достаточно. и черного Черного перца. перца еще. Будет специфичный вкус, пикантный. Маслом этот салат можно не заправлять, потому что у нас плов и так В плове у нас жирная, присутствует да, жирная масло. пища. Мгм. То есть Поэтому это будет такой легкий. Здесь много клетчатки, будет Да. очень полезно. очень много витаминов, и он такой быстро усвояемый, такой летний красивый салат получился. Это, дорогие Так. телезрители, давайте покажем. У нас вот таких два салата для плова уже готовы. И у нас на подходе горячие блюда наши, да? Да, наш плов. Плов. Знаете, когда мы готовим плов, обычно в семье после плова очень хочется пить. И я обычно завариваю именно зеленый чай, добавляю туда немножко мяту и добавляю немножко базилика. Базилик. Да, и получается очень приятный аромат. И вот после Все того- это запиваем зеленым чаем, да. То есть, Тонизирует, помогает пищеварению, да? да. И после плова как-то вот черный чай, он как-то не воспринимается, не знаю, организмом, как-то зеленый чай он лучше для пищеварения, так думаю. Так, позвольте, я сейчас порежу еще немножко зелени. Это у нас для плова, да, чтобы мы для сверху, украшения, да. да? Мгм. Кто-то любит плов именно с репчатым луком, кто-то любит А вы зелень, вот оставили репчатый Для лук, плова, да? да, Да, для это для плова, плова, да. да? Ага. Для украшения, да? потому что мясо жирное, и с луком оно получается очень приятно. Мгм. Ну, по Так. совету деловых женщин мы в прошлом году объездили практически по 2 раза, можно сказать, Районы, каждый да? наш район. Мы собирали наших женщин, районных, сельских женщин, которые хотят открыть свой бизнес, но не знают, как это сделать. Вы консультируете, Да, мы сопровождаете, консультируем, да, помогаете. да, сопровождаем, объясняем, что есть государственные программы, да. То есть на самом деле сегодня очень много информации, и женщины села, они не могут все это отследить. То есть вот наша задача это вот рассказать им доступно, то есть про те инструменты, которыми они могут пользоваться. Очень интересно и полезно. Да. Так, у нас вот уже все кипит. Всё кипит, в Закипело. принципе, Мгм. да. Видите, мясо должно вот так вот повариться. Чеснок у нас варится. Теперь можно положить рис. Да, теперь мы можем положить рис. Давайте я буду помогать Да. потихоньку. Так, рис вот так высыпем. Аккуратно. И возьмем.
чуть-чуть. А вы скажете, что за приправа? Эта приправа специально сделана из таких пряных трав для плова. Здесь есть шафран, здесь есть черный перец, вот, который придают аромат нашего плова. И добавляем, конечно же, немного зры. То есть буквально. Теперь нам нужно добавить именно холодную воду. И именно в таких пропорциях, чтобы рис был полностью закрыт водой. Для этого я делаю это так. Вот, порции. Вот так. Это вот сколько минут, пока вода вся выкипит, она должна Да. быть открытой, да? Да. Это у вас такой Потом мы секрет, да, закрываем. получается? А я думала, вот залили, закрыли и оставили в покой, и примерно на полчаса забыли про плов. Нет, чтобы рис получился немножко Рассыпчатый. рассыпчатым, да. Если мы сразу нальем холодную воду и закроем крышку, в этом случае у нас рис будет очень мягким и будет прилипать. То есть плов получается как каша. Да вы что? Да. Вот, это очень интересно, я вот вот не знала про такой Можно секрет. еще, для того, чтобы рис получился рассыпчатым, я еще добавляю курдюк. Курдюк. Да, курдюк. То есть, когда мясо прожарится, вместе с морковкой можно положить курдюк. Курдюк. Да, и тогда рис, он получается очень рассыпчатый. Рассыпчатый. Да, он вообще не прилипается. Так, видите, вода уже закипает, причем очень Да, быстро. вода у нас уже закипела, теперь мы должны... Да. Вода закипела. Вот так вот пусть кипит. Да. Мы должны закрыть, да? Да. То есть все специи, которые мы положили, они тоже варятся с водой. И свой аромат уже впускают именно в рис и в мясо. Мы закроем. В то да, же время сейчас? рис получает тот вкус именно из бульона. Потому что мясо мы тоже варили. Мгм. Дан, вы знаете, я читала историю о том, откуда вот наш традиционный плов произошел. Откуда, Произошел. да. Очень интересная Да. информация. Вы знаете, я читала такую легенду, что наш плов, именно традиционный плов, который мы сейчас кушаем, придумал еще Амир Тимур. Да вы что? Да. Не знала так. То есть он откармливал пловом свое войско перед походом и после похода. То есть плов, он именно шел как та еда, которая восстанавливает силу и энергию солдат. Солдата, Да, да? да. Очень То есть именно те питательная, пропорции. Вот почему именно масло, там обжаривается мясо, Мгм. дальше добавляется именно не картошка, а именно морковка, Морковка, да. да? Ага. И тоже приправы. Очень древние, да, получается, древние да, получается. блюдо у нас Именно плов? именно вот эта вот пропорция, она имеет такие вот целебные свойства для нашего организма. И вот наши древние вот предки, получается, они ели плов. Плов. Да. Ну, у нас плов, по-моему, уже вот такой ароматный запах по всей студии идет, Мгм. да? По-моему, плов у нас готов. Ну, примерно полчаса, Да. 40 минут, да? Плов где-то? уже подоспел, в принципе, можно его уже... Да-да-да, у нас самый ответственный можно момент. его сейчас выкладывать. Будем выкладывать Да. наш супер плов. Да, ложку. Такой рассыпчатый, такой красивый. Вот такой плов. Оно все равно прожаривается. Боже мой, какой замечательный, красивый. Так и не Да. терпится. Попробовать. Покажем нашим телезрителям. Жаль, что невозможно передать аромат, который стоит Да. у нас здесь на студии. Да, вот такой замечательный плов у нас получился. Ахмарал, спасибо вам. У вас прям золотые руки, Ахмарал. Такой плов красивый. Так хочется попробовать поскорее. С вашей помощью. Да? Спасибо вам, что вы мне помогли. Да. Давайте А теперь теперь пробуем. будем пробовать. Да. Ага. Такой плов рассыпчатый, такой красивый плов получился, Ахмарал. И как часто вам
удается найти время для своих, вот приготовить такой плов. Это же ваш фирменный плов. Да. Ваши- Ну, плов мы готовим очень часто, неделю, 2 раза, может быть, готовим, да. Можно, да, я попробую? Да, конечно, попробуйте, Такой вид. оцените. М-м-м. Очень вкусно. Вкусно, да? Ну, я рада, Очень что вкусно. плов удался сегодня. И желаю телезрителям, Чтобы они по вашему рецепту приготовили такой замечательный плов, да? да, Спасибо, Ахмарал, что вы сегодня у нас в студии пришли, поделились своими секретами. Такой фирменный плов свой приготовили. Было очень вкусно, очень интересно. Интересная беседа была. Я очень надеюсь, что нашим телезрителям тоже понравилось. Вот. Спонсором наших съемок является ТО «Тамак», бренд «Арзу». Все хозяюшки знают. Примите, пожалуйста, большое. такой маленький Очень приятно. презент от нас. «Арзу» Очень приятно, у нас да. на кухне незаменимый. да. На моей кухне Арзу тоже незаменим. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо вам большое, мне очень приятно. Дана, спасибо вам большое за то, что вы пригласили меня сегодня. Надеемся, это Да, не мне- последняя встреча. Да, Вы и- у нас еще будете. Конечно, мне очень было приятно поделиться своими кулинарными рецептами. Я желаю вашему каналу и передаче Дам ДКЗ процветания Спасибо. и дальнейших творческих успехов. Спасибо. Спасибо. Вам тоже процветания, здоровья вашим детишкам. Спасибо вам большое. Спасибо. На этом все, дорогие телезрители телеканала 77 ТВ. С вами была передача Дам ДКЗ и я, Дана Канатовна. Сегодня мы с вами приготовили вот такой замечательный, красивый, вкусный среднеазиатский плов и 2 салата из свежих овощей. До новых встреч на нашем телеканале Дам ДКЗ. А я пошла кушать плов. До свидания.